Подошел к концу первый рабочий день для всех россиян после длинных новогодних выходных. В течение 10 дней в Ингушетии работал созданный при правительстве региона оперативный штаб. Туда поступило 42 обращения, из них 11 сбоев в сфере энергоснабжения, это 28% от общего количества звонков, 28 обращений в сфере водоснабжения, что составляет 66% от обращений, и 3 сигнала по газоснабжению. Наибольшее количество отключений произошло в Назрановском районе и в Карабулаке, около 50% от общего числа жалоб. Оперативно проводилась работа по ликвидации последствий этих аварий и инцидентов. Мы консолидированно взаимодействовали с ресурсоснабжающими организациями, также с главами администрации. Проводились все необходимые мероприятия по быстрой оперативной работе по наладке этого оборудования и введение ее в строй. Максимальное время отключения водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения составляло не более 2 часов. В МЧС, между тем, докладывают, на территории республики произошло 6 пожаров в частных домовладениях. Также был зафиксирован случай отравления угарным газом. К счастью, за эти дни серьезно пострадавших нет. 7 января в детской республиканской больнице поступил ребенок, один несовершеннолетний, 2006 года. Причина поступления у него отравление угарным газом. При проверке было выявлено, что именно в ванной комнате установлена газовая колонка без дымохода, без вытяжной системы, и все продукты горения именно оставались в этом помещении. Находясь там, ребенок умывался или купался, именно получил отравление угарным газом. Хотел бы напомнить жителям нашей республики Ингушетия о том, что газовые колонки устанавливать в ванной комнате категорически запрещается. Установка производится именно в помещении кухни. Именно вытяжная система должна быть из нержавеющей стали, цельной нержавеющей стали. И в зимний период, даже если холодно, требуется именно приоткрывать окно чуть-чуть для проветривания.